не выполнить доверенную задачу, чтобы не совершить значимый поступок, чтобы с чистой совестью сказать: я попытался, но тут обстоятельства, они мне помешали, я на них никак не мог повлиять. Но нынешний сюжет показывает всем нам, что Бог ценит нетривиальный подход, решимость, смекалку, упорство, особенно когда они направлены на желание помочь своему ближнему. В духовной жизни мы также часто сталкиваемся не о великое зло, а о тесноту. О тесноту времени, тесноту сил, тесноту расстояния, внимания, тесноту привычек. Хочешь молиться, но мешают мысли. Хочешь измениться, но мешает характер. Хочешь примириться, но мешает гордыня. Хочешь прийти ко Христу, но перед дверью стоит целая толпа всего, чем заполнена жизнь. И вот Евангелие говорит нам сегодня: есть два пути. Либо смириться с теснотой и остаться у дверей, либо подняться выше тесноты, сделать шаг веры, пусть даже рискованный, необычный, но не по привычной схеме. И 4 друзей этого больного, расслабленного человека сегодня становится образом церкви. Церковь начинается там, где человека не оставляют одного с его немощью. Иногда у нас нет сил молиться, иногда вера ослабевает, иногда внутри такое расслабление, что не подняться. И тогда Бог посылает нам тех, кто несет, посылает нам чью-то молитву, чье-то молчаливое участие, чье-то присутствие рядом, чье-то живительное слово. Мы все спасаемся не сами по себе, не в одиночку. И если сегодня кто-то держится на чужих руках, пусть этого не стыдится. Это не унижение, это не слабость, это милость Божия. Но есть и обратная сторона. Каждому из нас Господь однажды поручит стать одним из этих 4. Не судить человека, почему он упал, а подставить плечо. Не объяснять ему, как надо, а помочь дойти до Христа. Христос видит веру этих людей и говорит расслабленно: чадо, прощаются тебе грехи твои. Мы вроде как и желаем совсем другого ответа. Мы бы ждали исцеления тела, мы бы ждали привычных уже Евангелий: встань и иди. А Господь начинает с прощения. Это не значит, что болезнь всякая есть прямое наказание за личный грех. Церковь так не учит, и Евангелие так не говорит. Но Евангелие открывает нам другое. Самая глубокая немощь человека находится не в теле, а в сердце. Мы можем ходить физически и быть духовно парализованными людьми. Мы можем быть внешне деятельными, но быть внутренне мертвыми. Мы можем все успевать и не уметь любить. Мы можем быть внешне благополучными и жить в постоянной пустоте. Грех не просто нарушение правил. Он ломает связь человека с Богом и разрывает цельность человека. А прощение не просто снимает вину, оно возвращает жизнь. Память святителя Григория Палама, архиепископа Солунского, становится сегодня не просто второй темой нынешнего воскресенья,
но и ключом к пониманию прочитанного Евангелия. Святитель Григорий Паламы учил, что благодать Божия есть реальное действие Бога, Его свет, Его жизнь, Его энергия, которая касается человека и делает невозможное возможным. В сегодняшнем Евангелии это видно буквально. Одно слово Христа меняет внутреннюю жизнь человека, а следом другое слово меняет его тело. Так действует благодать. Она исцеляет человека целиком. И потому Великий пост нельзя сводить лишь к усилиям нашей воли, в ограничении в пище и в других каких-то ограничениях. Воля, конечно, очень важна, но без Христа она быстро устанет и сдастся. Пост – это время, когда мы учимся приобщению к благодати Божией. Учимся пробивать крышу для того, что мешает нашей встрече с Богом. Для одного эта крыша состоит в том, что он откладывает покаяние. Для другого она представляет борьбу и жизнь. Для третьего она состоит из гордости к человеку, который не дает примириться, невозможности подойти первому к человеку, признать свою вину. У каждого из нас есть своя такая крыша, которую нам нужно разобрать, раскрыть, для того, чтобы опустить свое сердце к ногам Спасителя. Сегодняшнее Евангелие дает нам прямой и честный ориентир. Если ты чувствуешь внешнее расслабление, не спорь с ним и не оправдывайся. Принеси его к Христу. Если не можешь сам донести, попроси, чтобы тебя понесли. Если видишь человека, жизнь которого поломана, не проходи мимо. Стань тем, кто несет. И самое главное, не думай, что Христу нужен лишь твой внешний порядок, правильность, обрядовая сторона. Он первым хочет дать тебе прощение, потому что без этого прощения мы так и остаемся у дверей дома, даже если стоим во храме. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты видишь и нашу немощь, и веру тех, кто молится о нас. Прости нам наши грехи, которые нас парализуют. Дай нам мужество раскрыть крышу своих оправданий и опустить Твою подножию свою боль. Научи нас быть церковью, которая несет Твоих чад, наших братьев и сестер, на любящих руках Твоих ногах. И подними нас, чтобы мы встали и пошли домой, исцеленными, обновленными людьми, прославляя Бога так, как прославил Тебя, исцеленным Тобой расславлен. Аминь.